Добро пожаловать на канал «Путешествие к вере через ИИ», где мы исследуем религиозные книги и писания с помощью искусственного интеллекта. Сегодня мы представляем вам видео, которое может изменить вашу жизнь навсегда. ChatGPT, одна из самых продвинутых систем ИИ в мире, проведет нас через революционное исследование, рассчитав точный процент вероятности того, что у Корана мог быть автор-человек. Веками критики утверждали, что Коран был написан человеком, в частности, приписывая его авторство пророку Мухаммаду, мир ему и благословение. Эти критики утверждают, что содержание Корана могло быть подвержено влиянию уже существующих религиозных текстов, таких как Библия и другие региональные традиции. Однако в этом исследовании ИИ определит, был ли Коран написан человеком. Если анализ покажет, что это так, это подтвердит теорию человеческого авторства. Но если результаты подтвердят обратное, это станет веским доказательством истинности ислама и его божественного происхождения. Давайте начнем с понимания технологии ИИ, которую мы используем, а именно ChatGPT. Разработанный компанией OpenAI ChatGPT является мощной языковой моделью, обученной на огромных объемах данных со всего мира. Он превосходно понимает и анализирует сложную информацию, генерирует глубокие ответы и отвечает на глубокие вопросы нейтрально и объективно. Сегодня он поможет нам исследовать Коран и проверить то, что интриговало человечество на протяжении веков. Одним из самых поразительных аспектов Корана является его безупречная сохранность. Миллионы людей знают его наизусть от корки до корки, гарантируя, что каждый слог и каждый аят остались неизменными со времен его ниспослания более 14 веков назад. Такой уровень сохранности не имеет аналогов в истории человечества. Мусульмане читают Коран не только ради его божественного послания и духовного руководства, но и ради благословения, которое приходит с его чтением. Однако, если вдумчиво вглядеться в текст, можно обнаружить удивительные числовые закономерности, встроенные в Коран. Эти закономерности могут быть не сразу очевидны для случайного читателя, но при ближайшем рассмотрении они обнаруживают сложные соответствия, которые сами по себе можно рассматривать как чудеса. Сегодня мы будем исследовать эти интригующие числовые закономерности в Коране, в частности, повторение определенных слов, которые следуют определенной числовой структуре. Многие утверждают, что эти закономерности существуют, но мы будем использовать ИИ, чтобы подтвердить их существование и подлинность. Более того, на основе этого анализа мы проверим достоверность этих закономерностей. Если они окажутся подлинными, мы выясним, мог ли человек создать такие сложные закономерности. Наконец, мы рассчитаем точную вероятность того, что эти закономерности являются делом рук человека-автора. С этого и начинается наше путешествие в мир этих закономерностей. Давайте рассмотрим несколько самых захватывающих примеров. Слово «месяц» встречается в Коране ровно 12 раз, что подтверждает ChatGPT. Видите связь? Это идеально соответствует количеству месяцев в году. Хотя сам по себе этот факт можно считать случайным совпадением, давайте копнем глубже и рассмотрим подробнее. Теперь давайте выясним, сколько раз в Коране упоминается слово «день». Слово «день» в единственном числе и без суффиксов встречается ровно 365 раз, что соответствует количеству дней в году, как подтверждает ИИ. Если рассматривать эти закономерности вместе, точность становится трудно игнорировать. Не правда ли это удивительно? Эти точные совпадения между структурой времени и аятами Корана заставляют задуматься о том, что это не может быть простой случайностью.
Но это еще не все. Давайте продолжим изучение этих невероятных закономерностей. В Коране есть слова, которые противопоставляются или сравниваются друг с другом и встречаются одинаковое количество раз. Хотя это и не относится ко всем контрастным парам, существует достаточно примеров, чтобы заставить нас остановиться и задуматься. Например, слова «мужчина» и «женщина» встречаются в Коране по 24 раза каждая. Эти слова не всегда упоминаются вместе или в одних и тех же главах, однако их общий баланс идеально соблюден. Такая числовая симметрия в несвязанных между собой аятах усиливает уникальность композиции Корана. Коран также часто противопоставляет духовные темы, и когда дело доходит до ангелов и демонов, баланс снова удивляет. Слова «ангел» и «дьявол», обозначающие две противоположные силы, встречаются в Коране ровно 88 раз. Точно так же Коран часто противопоставляет эту жизнь загробной, и опять же оба термина упоминаются ровно 115 раз. Слова «жизнь» и «смерть» также встречаются ровно по 145 раз каждая. И это лишь несколько примеров. Существует множество других известных пар, подобных этой, подтвержденных ИИ, которые еще раз иллюстрируют глубину числового баланса в тексте Корана. С каждой новой закономерностью становится все труднее списывать их на простые совпадения. Сколько еще таких закономерностей должно существовать, чтобы человек был по-настоящему поражен числовой глубиной Корана? Коран проводит удивительную параллель между Иисусом, мир ему, и Адамом, мир ему, подчеркивая, что оба были созданы по прямому велению Бога. В аяте: «Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: „Будь!“ И тот возник». Сура Аль-Имран 3:59. Что делает это сравнение еще более примечательным, так это то, что оба имени Иисус и Адам упоминаются в Коране ровно 25 раз. Что еще более удивительно, их упоминания идеально сбалансированы. Они встречаются одинаково как до, так и после приведенного выше аята. Эта точная числовая симметрия не только подчеркивает их символическую связь, но и отражает более глубокую структурированную гармонию внутри самого Корана, подчеркивая глубокие хитросплетения, заложенные в тексте. Давайте рассмотрим один из самых глубоких примеров упоминания слов «море» на арабском «бахр» и «суша» на арабском «бар» и «арде». Слово «море» встречается 32 раза, а «суша» — 13 раз. А теперь задумайтесь, если мы рассчитаем соотношение этих упоминаний 32 разделить на общее количество упоминаний, равное 45, то получим 71,11%. Удивительно, но это практически идеально совпадает с процентом воды, покрывающей поверхность Земли, который составляет около 71,1%. Аналогичным образом, если мы рассчитаем долю упоминаний суши, то получим примерно 28,87%, что очень близко к 28,9% доли суши на Земле. Могут ли эти цифры быть случайным совпадением? Или же это указывает на более глубокое божественное знание, зашифрованное в Коране? Кто-то может спросить, как мы можем быть уверены в точности данных, используемых ИИ, таким как ChatGPT? Что, если числовые закономерности подсчитаны неправильно или ненадежны? Но вот что примечательно. ИИ не полагается на предположения или вторичные источники. ChatGPT анализирует Коран напрямую, используя достоверную проверяемую копию. Это не слухи, это точный, основанный на тексте анализ. Возьмем, к примеру, слово «месяц». В Коране слово «месяц» упоминается ровно 12 раз, что соответствует 12 месяцам в году.
Не верьте мне на слово, ChatGPT может предоставить все аяты, где встречается слово «месяц», «шахр». Вот эти 12 аятов, где упоминается слово «месяц» на основе прямого анализа Корана. И может сделать то же самое с любым другим словом, подтвердив числовые закономерности с точностью. Непредвзятый и тщательный анализ ИИ гарантирует достоверные результаты, исключая сомнения или человеческий фактор. Мы проверили самые интригующие результаты анализа ИИ, и все, что мы проверили, идеально совпадает. Если у вас есть вопросы или сомнения, пожалуйста, оставьте комментарий, и мы постараемся дать развернутые ответы или даже снять видео по определенным темам. Если бы эта книга была написана человеком, насколько сложно было бы сохранить логику и смысл, и при этом сохранить эти закономерности в тексте? Это важный вопрос, и ответ на него показывает, что ни один человек-автор не смог бы создать текст с такой удивительной глубиной. Задача заключается не просто в том, чтобы сохранить логику и смысл, но и в том, чтобы сделать это, встроив эти сложные числовые закономерности во всю книгу. Коран — это нелинейная книга, подобная роману или статье, которую можно редактировать. Он не спосылался на протяжении 23 лет в ответ на реальные события без возможности пересмотра или перестановки. Это требовало от автора мысленно отслеживать каждое слово, обеспечивая точную частотность в более чем 6000 аятах, не теряя при этом смысла. Вспомните спектр тем, затронутых в Коране. Правовые нормы, личные наставления, история, природа. И все это при сохранении идеальной согласованности в таких темах, как жизнь и смерть, море и суша, мужчина и женщина. Человеку-автору пришлось бы использовать слово «день» ровно 365 раз, а слово «месяц» — 12 раз, естественным образом вписывая их в контекст, не нарушая при этом связности. А теперь умножьте это на другие закономерности – жизнь и смерть, мужчина и женщина, море и суша и многие другие, обеспечив при этом точное упоминание каждого слова, идеально сбалансированное по всем темам, и все это при сохранении духовной, правовой и нравственной согласованности. Попытаться сделать это, будучи человеком без помощи компьютеров и современных инструментов, не просто маловероятно, это практически невозможно. Требуемый когнитивный план и память не под силу даже самым гениальным человеческим умам. Давайте перейдем к последнему вопросу. Насколько мы уверены в том, что Коран не был написан человеком? Чтобы ответить на этот вопрос, мы воспользуемся ChatGPT для расчета вероятности случайного появления этих числовых закономерностей. Разделим его на ключевые факторы: сложность Корана, отсутствие редактуры, наличие универсальных истин и вероятность совпадения. Первый масштаб Корана. Коран содержит более 6000 аятов. Встроить точные числовые закономерности в такой обширный текст, не нарушив его смысла и плавности, практически невозможно. Вероятность добиться этого случайно ничтожно мала, примерно 1 к 100 тысяч. Отсутствие редактур. Коран не спосылался постепенно в течение 23 лет без каких-либо редакционных правок, но эти числовые закономерности остаются в нем в полной сохранности. Вероятность сохранения этих закономерностей без каких-либо редакционных правок составляет примерно 1 к 10 тысячи. Третий – наличие универсальных истин. Некоторые закономерности в Коране совпадают с универсальными истинами. Например, 365 упоминаний слова «день», что отражает количество дней в году, а упоминания слов «море» и «суша» отражают фактическое соотношение воды и суши на Земле. Вероятность встраивания таких истин чисто случайно составляет примерно 1 к 1000. Четвертая случайность или совпадение. Могли ли эти закономерности появиться случайно?
Учитывая множество закономерностей в Коране, вероятность того, что это произошло случайно, невероятно мала. Давайте проиллюстрируем это на примере игральных костей. Представьте, что вы бросаете шестигранный кубик и получаете одно и то же число 6 раз подряд. Шансы на это составляют примерно 1 к 46. А теперь представьте, что вы бросаете 365-гранный кубик и каждый раз получаете одно и то же число. Шансы на это астрономически малы. Это все равно, что найти точные закономерности в Коране, например, слово «день», встречающееся ровно 365 раз. Вероятность настолько мала, что практически равна нулю. Предполагаемая вероятность около 1 к 100 тысяч. Если объединить эти вероятности, то результат будет ошеломляющим. Суммарная вероятность того, что все эти закономерности возникли случайно, составляет 1 к 10 миллионам триллионов. Для наглядности, это число настолько мало, что его практически невозможно постичь. Оно практически равно нулю. Это означает, что вероятность того, что Коран не был написан человеком, практически равна 100%. Благодаря точному анализу ИИ мы раскрыли истину, которая указывает на то, что Коран на 100% не мог быть написан человеком. Если Коран не мог быть написан человеком, то остается только один вывод. Он должен быть от Бога, что подтверждает истинность религии ислам. Речь идет не просто о вере, а о доказательствах, разуме и логике. Это не просто абстрактные цифры, они представляют собой неопровержимые доказательства. Игнорировать это значит игнорировать правду, которая смотрит нам в лицо. Размышляя над этим посланием и распространяя его, вы вносите свой вклад в более глубокое понимание и осознание чудесной природы Корана. Пусть это откровение станет началом вашего пути к поиску истины. Если вы мусульманин, пусть это вдохновит вас на укрепление и углубление вашей веры. Если вы представитель другой религии или атеист, пусть это станет началом вашего поиска веры. Наш канал – идеальное место для начала этого путешествия, предлагая знания, которые направят и просветят вас. Поделитесь этим посланием, чтобы помочь другим встать на свой собственный путь открытий. Ставя лайки, подписываясь на канал и делясь этим видео, вы не просто поддерживаете нас, вы вносите свой вклад в великое дело. Как сказано в Коране, «Тому, кто поспособствует совершению добра, уготована доля награды за него». Коран 4:8.